В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту гибели под завалом снега ребенка в Алданском районе. Хостелы в многоквартирных домах могут оказаться под запретом. Совет Федерации направил законопроект на доработку. Тарифы ЖКХ в Якутии должны иметь свою специфику. Айсен Николаев обсудил проблему на встрече с руководителем ФАС Игорем Артемьевым. В Ленском районе врачи сетуют на нехватку лекарств, нет витаминов и сосудистых препаратов. Рейд по бутлегерам-должникам. В якутске судебные приставы ловили тех, кто не оплатил штрафы за нелегальную продажу алкоголя. Мировой борцовский уикенд в Якутске. В столице встречают участников и гостей предстоящего Кубка мира по вольной борьбе. Следственный отдел по Алданскому району направлено требование о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность» по факту гибели 8-летнего ребенка. Напомним, на прошлой неделе в поселке Нижний Куранах погиб мальчик после падения на него снега с крыши. По мнению прокуратуры, местная администрация не занималась содержанием дома. По версии следствия, 4-квартирный жилой дом, с крыши которого упал ребенок, был передан в распоряжение администрации поселка еще в 2006 году. Однако меры по своевременной уборке снега с крыши не принимались. Проверкой установлено, что на крыше имелась большая масса снега толщиной более полуметра. Совет Федерации отклонил законопроект о запрете размещения хостелов в жилых многоэтажных домах. Причина в том, что прописанный в законе 10-дневный срок не позволит хостельерам привести свой бизнес в соответствие с новыми требованиями. А именно перевести помещение из жилого статуса в нежилой, перенести хостел на первый этаж и обеспечить его отдельным входом. Как полагают эксперты, этот законопроект приведет к значительному сокращению доли дешевых средств размещения, а также туристов, которые ориентируются на недорогое проживание. Нас этот вопрос очень волнует, потому что мы пытаемся развивать туристический бизнес и вводим постоянно какие-то ограничения для тех, кто взаимодействует с нами в этой сфере. Это как раз хостелы, 100 у нас мини-отелей в городе Якутске действуют и 30 хостелов, которые стоят отдельно. Их можно действительно по пальцам пересчитать, в основном все находятся в жилых домах. И с вступлением этого закона, если не подготовиться к этому качественно, мы просто снова откроем нишу новую для нелегального предпринимательства. В Якутии Минпром активно начал внедрять проект по использованию природного газа в качестве моторного топлива. Сейчас это особо актуально, так как цены на бензин растут ежеквартально. Так, по планам министерства, через 3 года количество газозаправочных станций увеличится до 15. Сейчас их в республике всего 5. Доля транспортных средств на газобаллонном оборудовании должна составить 29%. Также проект подразумевает строительство автозаправочных станций в 16 районах республики. А для стимулирования рынка газомоторного топлива для владельцев авто на природном газе планируется снижение ставок транспортного налога. Тарифы ЖКХ в Якутии должны иметь свою специфику. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев на встрече с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Игорем Артемьевым. Во время переговоров также были рассмотрены вопросы в отрасли вывоза мусора и как сдержать рост цен на коммуналку. Подробности в материале Максима Кардозу. Как сделать так, чтобы якутяне и жители других регионов нашей страны при получении ежемесячной платежки за ЖКХ не падали в обморок от итоговой суммы? Этот вопрос сейчас пытается решить специально созданная группа. Урегулировать тарифы на коммуналку должен и новый федеральный закон. К его разработке пригласили и региональных экспертов, причем только из 3 субъектов. Это специалисты из Якутии, Москвы и Краснодарского края. Мы внесли ряд предложений, конечно, которые в первую очередь направлены на то, чтобы были учтены в данном законопроекте уже при его окончательном принятии вопросы регулирования цен на Крайнем Севере. Мы понимаем, что к Крайнему Северу, к северным регионам подходить с общепринятых точек зрения нельзя. Здесь даже вопросы тарифного регулирования должны все-таки в вопросах и тарифных надбавок, например, на продукты первой необходимости, вопросы регулирования цен по энергоносителям и так далее, они должны иметь свою специфику.
Основные предложения рабочей группы Айсен Николаев в Москве представил руководителю Федеральной антимонопольной службы России. И здесь отметили, что добиться наилучшего результата можно только в тесной связке с региональными властями. Наше стремление, в принципе, руководства ФАС, это, конечно, вот к такому диалогу. То есть, когда власти понимают в регионе, что мы обязаны заниматься своими вопросами, там, тарифными, там, госзаказом. Если где-то, например, по госзаказу какие-то вынуждены отменять торги или что-то еще связанное с администрацией, всегда же говорить так: мы вместе с губернатором наводим порядок, мы вместе с губернатором выявили эти нарушения. Во время встречи глава Якутии подчеркнул, что для бизнеса и госструктур очень важно сделать расходы коммунальщиков окупаемыми. Но ни в коем случае нельзя идти самым простым путем – поднятием цен. Необходимо в первую очередь повысить прозрачность работы поставщиков услуг в сфере ЖКХ. А мы должны все-таки смотреть на вопросы с тарифообразования по этим предприятиям. Почему они такие высокие? Что там учтено? Есть ли там какие-то расходы, которые на самом деле мы могли бы считать необоснованными расходами? И обосновано ли их такое включение в тариф? Эта работа будет проводиться и антимонопольной службой совместно с нашими органами для того, чтобы, во-первых, повысить прозрачность тарифов. Сейчас многих якутян волнует вопрос, сколько будет стоить вывоз мусора и насколько увеличится итоговый счет в платежках. Айсен Николаев уверен, что решить этот вопрос как раз и поможет максимальная прозрачность формирования тарифов, чтобы мы с вами не переплачивали. Здесь, в Федеральной антимонопольной службе России, отметили, что все инициативы, предложенные рабочей группой из Якутии, очень актуальны и важны для всей страны. А также сказали, что поддержат озвученные сегодня предложения. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Полярная авиалиния освоят беспилотники. Правительством Якутии принято решение об определении единым оператором по развитию применения беспилотных летательных аппаратов в республике на авиакомпанию «Полярная авиалиния». Ожидается, что комплексы будут задействованы на различных работах в регионе, что повлечет за собой экономию регионального бюджета и повысит качество воздушного мониторинга. Речь идет о поисково-спасательных операциях, мониторинга за паводковой ситуацией, лесными пожарами. Кроме того, беспилотники полярников будут задействованы в патрулировании магистральных газа и нефтепроводов, решение задач картографии, экологического мониторинга и многих других. С приходом весны ситуация на дорогах города Алдана стала очень непростой. Опасность есть как для водителей, так и для пешеходов. Какие меры принимаются по содержанию дорог в весенний период, узнавала Татьяна Вахнина. Автовладельцы и пешеходы не могли не отметить, что минувшей зимой дороги содержались во вполне удовлетворительном состоянии. Снега выпало сравнительно немного, не было и обильных снегопадов. Батюшка Февраль, однако, с лихвой компенсировал малое количество осадков. Сугробы существенно выросли, и это не могло не отразиться на состоянии дорог. Подрядная организация, которая исполняет муниципальный контракт по содержанию дорог, все силы и средства бросили непосредственно на очистку дорог и на вывоз снега. То есть я надеюсь, что в ближайшее время дороги будут приведены в надлежащее состояние, ну и, соответственно, не будет жалоб от населения. Одномоментно и повсеместно привести в порядок трассы дорожная техника не может. К тому же снег зачастую сгребается на обочины и прилегающие к проезжей части пустыри, образуя так называемые слепые зоны. Ситуацию усугубляют околонулевые температуры. Дневные оттепели сменяются ночными морозами. И по утрам ездить, равно как и ходить пешком, проблематично. Агрегат есть снегоуборочный, но он, видимо, не справляется, и снег просто некуда девать, и дорога за счет этого сужается. И проезд, соответственно, водитель тоже осложняется этим самым. Опасения у алданцев вызывают и грядущие оттепели. Через несколько недель под звон капели весело побегут ручьи, местами образуя глубоководные реки и непроходимые пруды. Вот такая картина наблюдалась в прошлом году на одной из центральных улиц. Местность Алдана гористая, и ежегодно от половодья в основном страдают улицы и здания, располагающиеся в низинах. Ситуация осложняется тем, что не всюду есть сточные канавы. У нас на Солнечном вообще не пройти, еще по проулкам. Представители администрации города, однако, уверяют, что ситуация под контролем. До поры снеготаяния снег будет убран и вывезен, а канавы, в свою очередь, прочищены. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.
Судебные приставы ловили бутлегеров-должников. В Якутске совместно с полицией был проведен рейд по выявлению должников, которые ранее были привлечены за незаконную розничную продажу алкоголя. Это бутлегеры, которые вовремя не уплатили штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. На рейде побывала и наша съемочная группа. Репортаж Александра Зубехина. На улице уже стемнело. Как раз сейчас обычно все уже дома. Хорошо экипированные сотрудники группы быстрого реагирования в черном заходят в здание первыми. Все это для безопасности одного человека, судебного пристава-исполнителя, который совершает исполнительные действия, устанавливает должника. Здравствуйте. Откройте, пожалуйста, полиция. Срок, который установлен законом, истек, однако оплата так и не произведена. Причины могут быть разные. Однако, какая бы причина ни была, судебный пристав-исполнитель вручает официальное требование о явке. У меня нет возможности платить пока, потому что работы нет. Как найду работу, плачу. Повестку надо подойти. И там разглашать. Не знаю. Что-то позвали, да? Да. Гражданину дают возможность явиться к приставу-исполнителю добровольно. И если должник добровольно к приставу не явится, сотрудники группы быстрого реагирования осуществят привод того, кто уклоняется от явки к должностному лицу. За неявку по требованию судебного пристава-исполнителя вы будете подвергнуты принудительному приводу, согласно статьи 24 Федерального закона об исполнительном производстве. Получите у меня официальное требование явки. Задача судебного пристава-исполнителя – привлечь должника к дополнительной административной ответственности за неуплату штрафа в срок, для чего он составляет протокол. Нарушителю грозит наложение административного штрафа в двукратном размере, либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов. Какое наказание назначить в конкретном случае, решит суд. Но одно ясно точно – бутлегеру наказания не избежать. Александр Зубехин, Семен Семенов, Якутск. Ну а сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. В Ленском районе врачи сетуют на нехватку лекарств, нет витаминов и сосудистых препаратов. Мировой борцовский уикенд в Якутске. В столице встречают участников и гостей предстоящего Кубка мира по вольной борьбе. Автоледи на ледовом треке. В Мирном прошли традиционные гонки на реке и релях. В эфире телеканал Якутия-24, и мы продолжаем наш выпуск. В Ленском районе в Якутии возникла проблема с обеспечением лекарственными препаратами. Во всех отделениях, в том числе скорой помощи, отсутствуют необходимые лекарства, проблемы с расходными материалами. По словам главного врача Ленской центральной районной больницы Леонида Егорова, все дело в нехватке финансирования. В этом году на закупку медикаментов выделили 25 миллионов рублей. Сейчас ситуация улучшается, но до сих пор отсутствуют отдельные группы медикаментов. Это витамины и сосудистые препараты. К маю, к июню ситуация должна решиться полностью. Также Леонид Егоров подтвердил, что пациентам, проходящим лечение в стационаре, приходится самим приобретать некоторые лекарственные препараты. Однако при предоставлении чеков затраты им возмещают согласно программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. За первую неделю работы системы 112 поступило 4000 звонков, 1500 из них оказались ложными. Напомню, что в настоящее время система 112 функционирует на территории города Якутска и поселка Жатай. Люди, попавшие в экстренные ситуации, могут позвонить по единому номеру вне зависимости от оператора сети сотовой связи и баланса на счете. Кроме того, можно позвонить с телефонных аппаратов без сим-карты, также стационарных и спутниковых каналов. Направлена система также на борьбу с телефонными преступниками. Так, 12 марта поступил звонок о минировании здания аэропорта Якутск. Злоумышленник был вычислен благодаря возможностям системы. Уважаемые жители и гости столицы, убедительная просьба: если вы позвонили по единому номеру 112 и вам не требуется помощь, не кладите трубку, дождитесь ответа оператора и сообщите ему об этом. Также необходимо детям объяснить, что по телефону 112 необходимо звонить только в тех случаях, когда ребенку или его близким требуется реальная помощь.
В Мирном прошли гонки на льду, участие в которых приняли автоледи. Вторые официальные соревнования на ледовом треке поддерживают и мужчины-гонщики. Клуб «Байнай» организовывает зрелища для всех желающих и сразу по 3 дисциплинам. Местом для гоночного трека выбрана река Ирелях. Репортаж Ксении Исламовой. Цветы с шампанским для женщин и не только в честь праздника. На пьедестале гонщицы. Подарки тем, чей автомобиль оказался первым на финише. В Международный женский день автоледи проверили себя и свои машины. Для кого-то отметить 8 марта в таком формате уже традиция. Победитель номинации «Автоледи» март 2019 год занимает Ренчинова Ангелина! Мария ждала гонки весь год. В прошлом году увидела соревнования и самой захотелось попробовать. Сейчас выехала на трассу, поняла, что она более скользкая, чем все эти дни, что я тренировалась. Тут уже накатали, наполировали. Волнительно, страшновато. Вторые официальные гонки на льду автоклуб «Байнай» провел в 3 дисциплинах. Женщин на треке сменили мужчины. Тайм-атак, 2 круга за минимальное время и дрифт. Пожалуй, самые зрелищные заезды. Кубок победителя в управляемом заносе достался нашему коллеге-видеомонтажеру Антону Бабкину в Ленске. Гонки отменили из-за теплой погоды, поэтому давать угла приехал в Мирный. Из Ленска у нас Антоха. Всем привет. Они переделывают «Жигули» для гонок специально, и здесь представителям отечественного автопрома нет равных. На этот год построил 4 «Жигули». Потому что с иномарками они вообще не сравнится. В том году на «Скайлике» выступал, он «Жигулей» вообще не догоняет. Именно на «Жигули» с многочисленными переделками большинство гонщиков готовят свои машины весь год. Выйти на старт для них – долгожданный момент. Вы сами видите, что происходит. Они рвутся в бой, они жаждут, каждую минуту выкраивают и пытаются выехать на трек, потренироваться, потому что времени много. В следующий раз услышать рев мотора на ледовом треке можно будет в начале апреля. Также гонки для любителей экстрима готовят и в Айхале. Ксения Исламова, Владислав Солдатенко, телеканал «Алмазный край». В Якутск продолжают прибывать участники и гости Кубка мира по вольной борьбе. Главный тренер российской сборной Дзамбалат Тедеев настроен на то, чтобы оставить Кубок мира в России. На соревнования в Якутию приехали лучшие спортсмены из Монголии, Японии, США, Грузии, Кубы. Но российские вольники находятся на пике своей формы и могут достойно побороться за золото. В весовых категориях до 57 и 65 килограммов выступят якутские борцы Раян Тютрин и Виктор Рассадин. На Кубок мира все приезжают самые основные. И для нас очень принципиально, чтобы именно здесь, у себя дома, чтобы Кубок мира выиграли сборная команда России. Если раньше мы на Кубок мира давали шанс молодым, чтобы они поехали, чтобы они себя проявили, показали, доказали. Сегодня ситуация совершенно другая, потому что в Якутии же Кубок мира у нас дома, и надо, конечно, выступить хорошо и выиграть Кубок мира. С какой командой надо будет усиливаться, мы будем усиливаться. Где можно будет опытного спортсмена поставить, тогда будем ставить. Это все зависит от того, с какой командой будем выступать. И с другой стороны, и шанс будем давать и молодым спортсменам, чтобы они тоже отборолись, показали, проявили себя. А в Даксуне будет организована борцовская фан-зона Кубка мира по вольной борьбе. Она будет размещена на футбольном поле, где все желающие с 10 часов утра смогут в субботу посмотреть на большом экране прямую трансляцию всего, что происходит на соревнованиях. Церемонии торжественного открытия и закрытия, а главное, жаркие бои между сильнейшими борцами из 8 стран мира. Для удобства на территории Даксуна будет организована зона для питания. Далее наш выпуск продолжит дайджест новостей Ленского района, и я слово передаю моей коллеге Ане Кожевниковой. Добрый вечер, Республика. О новостях минувшей недели Ленского района смотрите в материалах наших корреспондентов. Предотвратить пожары и основательно подготовиться к пожароопасному периоду. С этой целью в Ленск прибыли заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия Алексей Агеев, начальник авиалесоохраны Владимир Леонов, генеральный директор Якутск лесресурс Джолустан Хон.
Этим летом в Ленском районе прогнозируется пожароопасный период все 3 месяца. Все муниципальные образования Ленского района заранее готовят добровольную народную дружину, технику и оснащение, чтобы при возникновении пожара вблизи населенных пунктов была возможность первоочередно отправить местную бригаду добровольцев, пока прибудут пожарные. Специалисты из Якутска отметили, что не во всех районах, как в Ленском, такой высокий уровень подготовки. Со своей стороны авиалесоохрана тоже обеспечит контроль. Наши действия, как и обычно, это обнаружение лесных пожаров и принятие мер на удаленных территориях. К сожалению, та численность, которая находится, на которой мы сейчас имеем, это 165 парашютистов, десантников пожарных на всю территорию республики. Это очень мало. Перед началом пожароопасного сезона Около 200,5 миллионов рублей было заложено в районный бюджет 2019 года на выдачу подъемных работникам бюджетной сферы, сообщает пресс-служба администрации Ленского района. Напомним, Ленский район единственный в республике, где действует программа финансовой поддержки приезжих специалистов в размере 150 тысяч рублей. В начале марта в администрации состоялась комиссия по распределению выплат, где выяснилось, что заявок гораздо больше, чем может удовлетворить программа. Было решено обратиться к главе района с просьбой увеличить статью расхода по этой программе, и он пошел навстречу. Такая же сумма, около 2,5 миллионов рублей, добавлена в статью расхода. Прогнозы, сколько прибудет специалистов, конечно, делают заранее, но более 15 человек обычно не приезжали в Ленский район. Плюс к этим 150 тысячам, да, служебное жилье, да, там возможность приобрести как муниципальный служащий, там, как муниципальный работник муниципальной бюджетной сферы, еще жилье в собственность, там, капитально отремонтировать его и так далее. То есть вот, мер поддержки это достаточно большое количество. Предоставлением госуслуг теперь занимаются отделения по миграционным вопросам, которые с 2016 года снова перешли в ведомство МВД из Управления Федеральной миграционной службы. Какие новые виды услуг появились в Ленске и есть ли очередь на оформление самых важных документов каждого гражданина, проверила наша съемочная группа. Нет очередям, сказали сотрудники отделения по миграционным вопросам. Если раньше коридоры этого учреждения всегда были переполнены посетителями, то сегодня едва кого-то встретишь. Все благодаря правильной организации рабочего процесса. Основные посетители – граждане иностранных государств, в основном ближнего зарубежья. Здесь они оформляют разрешение на временное проживание, вид на жительство или патенты. С прошлого года для иностранных граждан заработала госпрограмма по переселению соотечественников из-за рубежа. И желающих в Ленском районе оказалось больше, чем выделенная квота. Спешат ленчане и оформить загранпаспорта, сроки выдачи которых заметно сократились. Заявку на любые услуги отделения по миграционным вопросам удобнее всего подавать через портал госуслуг, регистрацию на который можно пройти тут же на гостевом компьютере. Специалисты помогают желающим зарегистрироваться, подтверждают личность и помогают обратиться с заявлением для предоставления, получения той-либо госуслуги. И это все, о чем я успела вам рассказать. С вами была Анна Кожевникова. До новых встреч.